наша великая русская культура дарит нам столько замечательных юбилейных дат. В прошлом году мы с вами отмечали 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 220 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. И в зале я вижу наших постоянных участников Пушкинской аудитории. Вы помните, мы говорили об этом их творческом союзе. Будем еще говорить. Повод у нас очень интересный. В этом году исполняется 225 лет адресату лирики Пушкина Анне Петровне Керн. И мы с вами будем очень подробно в следующий раз, в ноябре месяце, говорить о создании этого шедевра более подробно, потому что, конечно, он того заслуживает. А сегодня мы с вами узнаем о творчестве Михаила Ивановича Глинки, узнаем о его творческих планах, но самое главное, мы будем слушать живую музыку, будем вдохновляться и восхищаться его творениями. И мне очень приятно, что сегодня наш гость удивительная женщина, которая уже 15 лет родилась в Кишиневе, 15 лет живет в Америке, но является популяризатором русской музыки и русской классической музыки в первую очередь. Нам есть чем гордиться. И никому нашу великую культуру, литературу, искусство, музыку отменить не удастся. И я с удовольствием передаю слово музыканту, пианисту, вокалисту и музыковеду Елене Лебедевой-Миллер. Встречаем ее аплодисментами. Благодарю вас. Здравствуйте, дорогие слушатели. Как я рада приветствовать вас на нашем концерте. Большая честь для меня выступать сегодня здесь, в Русском доме. Конечно же, героем нашего концерта, нашего мероприятия будет Михаил Иванович Глинка, великий русский композитор, как его еще называли, отец русской музыки. Мы все знаем со школьной скамьи об этом факте, о том, что он родоначальник нашей музыки. Но вопрос, в чем же была его гениальность? Что именно он сделал, чтобы стать великим русским композитором, каковым он является? Так же, как и Пушкин в литературе. Позвольте мне процитировать высказывание одного музыковеда, который высказался так, Соломон Волков. Русской культуре нового времени невероятно повезло с ее двумя гениальными отцами-основателями – Пушкиным и Глинкой. Попробуйте себе представить, что было бы, если бы ими стали, скажем, Жуковский в литературе и Верстовский в музыке, по-своему крупные фигуры, однако совсем другой масштаб, несравненно меньший импульс для дальнейшего развития. Мне кажется, ключ к пониманию гениальности Глинки раскрыл сам Михаил Иванович в одном из своих писем, когда он сказал, в чем суть искусства в его понимании. Михаил Иванович сказал так: все искусства, а следовательно и музыка, требуют чувства и формы. Чувство и форма – это как душа и тело. Первое – дар высшей благодати. Второе – приобретается трудом. Также интересно сказал Николай Андреевич Римский-Корсаков про Глинку, сравнивая по гениальности его с Моцартом. Мое собственное знакомство с Михаилом Ивановичем произошло так. Будучи студенткой лицея имени Рахманинова, я пришла на урок музыкальной литературы, мне было лет 15 тогда. И, конечно же, мы учили, начинался учебный год, мы учили Михаила Ивановича Глинку. С оперой я была не очень знакома, я пианистка по образованию. И ожидала что-то, наверное, что-то интересное. Сейчас объявили нам, мы послушаем из Ивана Сусанина, из третьего акта. И вот это вот было первое потрясение, когда я впервые услышала сцену из оперы Ивана Сусанина, абсолютно не ожидая, что музыка Глинки меня так захватит.
Она настолько была эмоциональна, но там, конечно, и сюжет очень эмоциональный. Таково было мое знакомство, первое с Глинкой. Потом я аккомпанировала оперным певцам, знала репертуар все больше. А когда в прошлом году отмечали мы все 220-летие со дня рождения Глинки, я составила сольную программу в Пенсильвании и выступила с ней, познакомив публику с музыкой Глинки. Я играла всевозможные переложения и вокальной его музыки, и симфонической, и, конечно же, фортепианной. Давайте поговорим немножко, что создало самого Глинку. Конечно же, атмосфера, где он родился, окружение, люди, с которыми он соприкасался. Родился Михаил Иванович в 1804 году в селе Новоспасское, в дворянской семье. Мальчик был весьма болезненный, но очень чувствительный. К музыке он почувствовал большое расположение еще с юных лет. Его дядя Афанасий Глинка располагал крепостным оркестром, и это было большой школой для юного Михаила. Он слушал живое исполнение оркестра, он участвовал в оркестре сам, иногда подыгрывал то на флейте, то на кларнете. И потом уже немножко, когда он подрос, он стал дирижировать этим оркестром, он готовил программы с этим оркестром. То есть это и явилось такой первой школой симфонического мышления и композиторства. Конечно же, он брал уроки фортепиано, а также занимался другими искусствами, получил прекрасное домашнее образование. Потом в возрасте 14 лет он был переведен в Петербург и поступил в пансион, благородный пансион при педагогическом институте. Это очень элитное дворянское учебное заведение тех времен. Там преподавали лучшие педагоги, в том числе один из его педагогов был Вильгельм Кюхельбекер, мы знаем, друг Пушкина, учитель словесности. Также с Глинкой учился Лев Сергеевич Пушкин, младший брат Александра Сергеевича. Он продолжал брать уроки фортепиано, и по окончании пансиона он поехал на Кавказ лечиться, у него всегда были проблемы со здоровьем. После этого он поступил на службу по настоянию его отца и несколько лет проработал в департаменте путей железнодорожных сообщений. Но, конечно, он постоянно чувствовал, что музыка – это его истинное призвание. Знал Михаил Иванович около 6 языков. Конечно, традиционно итальянский, немецкий, французский. Довольно редкие для того времени языки он знал, как английский и персидский. Позже он выучил сам испанский язык, потому что он много путешествовал. Он был и в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Испании, как я уже упомянула. И поехав в 1830 году в Италию, это была его первая поездка за границу, он очень об этом мечтал, очень этого ждал, и наконец-то это состоялось. Он очень хотел познакомиться с европейской культурой, услышать музыку европейских стран и познакомиться с композиторами, такими как Берлиоз, Мейербер, Доницетти, Беллини. Он с ними был лично знаком, переписывался, общался. Кстати, когда он был в Милане, вот в начале 1830-х годов, он присутствовал на многих премьерах опер Беллини и Доницетти. Он восхищался искусством бельканто и многое перенял для своих собственных сочинений от бельканто. Также интересен тот факт, что когда он брал уроки фортепиано, прямо накануне поездки своей первой в Италию, он брал уроки у известного ирландского композитора Джона Филда, который жил несколько десятков лет в России. Это Филдовская школа, это очень значительная фортепианная школа была того времени. Интересно также, что Глинка встретился с Листом, с Ференцем Листом, когда Лист несколько раз приезжал в Россию.
Лист был восхищен особенно Глинкинской оперой, второй оперой Руслана Людмилы. Когда Глинка вернулся впервые из-за границы, из Италии, он писал так своим родным: конечно, итальянская культура прекрасна, итальянская музыка прекрасна. Он также брал уроки у немецкого теоретика в Германии и упорядочил все свои знания по композиции. И продолжает Глинка: но у меня зародилась мысль писать по-русски. И вот таким образом, сочетая накопленный опыт западноевропейской музыки, что он слушал, что он изучал, что он анализировал, что он играл сам, и русскую народную песню, то есть нашу основу, фольклор. Вот это было два основных столпа, которые и явились музыкой классической, русской классической музыкой. Поэтому Глинка считается основоположником нашей музыки. Очень большим событием явилось создание его первой оперы. Она называлась «Жизнь за царя». Также она имеет второе название «Иван Сусанин». Премьера была обставлена очень пышно. Сам император присутствовал на этой премьере. И успех был колоссальный, потому что слышалась совершенная форма, как использовали итальянские композиторы в своих операх, и в то же время узнавались русские мелодии. Это было абсолютное новшество в 1830-х годах в русской оперной музыке. Вот интересно, что друзья Глинки написали после премьеры оперы. Они участвовали, конечно, был организован большой обед в честь такой пышной, замечательной премьеры. Они создали канон в честь Глинки. И вот 4 его друзей, Михаил Бельгорский, Петр Вяземский, Василий Жуковский и Александр Пушкин написали шутливые стихотворения по этому поводу. Позвольте мне зачитать. «Пой в восторге русский хор, вышла новая новинка. Веселися, Русь, наш Глинка, уж не Глинка, а фарфор». Так сказал Михаил Бельгорский. Очень забавно, как они обыгрывали имя Глинки в каждом из своих маленьких четверостишей. Петр Вяземский написал так: «За прекрасную новинку славить будет глаз молвы нашего Орфея Глинку от Неглинной до Невы». Василий Жуковский написал так: «В честь столь славной новинки грянь труба и барабан, выпьем за здоровье Глинки мы глинтвейну в стакан». И Александр Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин, он лично присутствовал на премьере Ивана Сусанина «Жизнь за царя» и написал такое четверостишье: «Слушая сию новинку, зависть злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь». Глинка потом задумал еще одну оперу, которую он, конечно же, написал. Ровно 6 лет спустя была премьера Руслана и Людмилы, и, конечно же, это написано на сюжет Пушкина. Хотелось бы немного поговорить больше о самой музыке Ивана Сусанина. Во-первых, поражает совершенством формы этой оперы. Все предельно симметрично и очень в меру. Большая опера, однако все части имеют смысл. Первая — это, конечно, увертюра, где представлены основные темы и основной конфликт между поляками и русскими. Потом интродукция, это хоровая большая интродукция. Потом первое действие, где показана мирная жизнь Ивана Сусанина, его семьи. Второй акт, польский акт. Кстати, мы сегодня услышим вальс с польского акта. То есть противоположный
вражеский лагерь представлен в виде танцев, только танцев. Очень интересная находка Михаила Ивановича. Русский лагерь – песенность, польский лагерь – танцы. Блестящие, абсолютно блестящие танцы. Третий акт – это сам конфликт, когда враги врываются в дом к Сусанину и забирают его. Четвертый акт, конечно, развязка в лесу, сцена в лесу и убийство. И эпилог, где известнейший хор «Славься». То есть композиционно абсолютно идеально составлена опера, и каждый номер, будь то ансамбль, или сольный, или симфоническая интерлюдия, или хоры, действительно звучат абсолютно прекрасно. Глинка также был не только композитором, но и прекраснейшим исполнителем своих собственных произведений. Серов, Александр Серов вспоминает, что он был настолько потрясен, услышав, как Глинка вживую поет. Тогда не было еще больших концертных сцен, где пианист или вокалист, один вокалист выступал бы. Тогда очень модны были салоны, так называемые салоны, больших гостиных домов дворян. Вот именно в салонах Глинка приобрел большую известность как исполнитель своих романсов. Вот интересное высказывание, как Серов сказал: можно прямо сказать, кто не слыхал романсов Глинки, спетых им самим, тот не знает этих романсов. Глинка знал Анну Керн, он был с ней знаком, и потом, встретив дочь Анны Керн, Екатерину Ермолаевну, у них завязались романтические отношения. И Анна Керн написала интересные воспоминания о Глинке. Я хотела бы вам немного зачитать, что она пишет об его исполнительстве и о том, как она впервые услышала его. Вот она пишет: «Я никогда ничего подобного не слыхала, хотя удавалось мне бывать в концертах Фильда и многих других замечательных музыкантов. Такой мягкости и плавности, такой души в звуках, совершенного отсутствия клавишей, как будто нет удара клавиш, нет удара молотка, а абсолютно плавность, я ни у кого из них не встречала. У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки, и издаваемые ими звуки непрерывно лились один за другим, как будто их связывала симпатия. Он так искусно владел инструментом, что до тонкости мог выразить все, что хотел, и мудрено встретить человека, который бы не понял того, что пели клавиши под ловкими пальчиками Глинки». Нужно сказать, что Глинка был совсем небольшого роста, очень миниатюрный, но с умными и горящими глазами, по воспоминанию многих его современников. Дальше Анна Керн пишет: «С этого дня я познакомилась с Глинкой и полюбила его столько же за прекрасный благородный характер и избранную любящую душу, сколько и за музыкальный талант, которому равного я не встречала. Он бывал у меня часто, мы с ним подружились, и он взял у меня стих Пушкина, я помню чудное мгновение, чтобы положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости. Но самое интересное, что музыка была создана». И ему хотелось составить на эту пьесу музыку, вполне соответствующую ее содержанию. А для этого нужно было на каждый куплет писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Сегодня мы также услышим этот замечательный романс. Для тех, которые коротко не знали его, скажут, что Михаил Иванович Глинка был один из любезнейших и вместе добродушнейших людей своего времени. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, и он везде был желанным и приятным гостем, даже без музыки. Глинка был чрезвычайно, вот дальше она пишет, чрезвычайно нервный и чувствительный человек, и ему всегда было или холодно, или жарко, или грустно. Так что моя маленькая дочь иначе не называла его как Миша Глинка, которому грустно. Являясь ко мне, он просил иногда позволения надеть мою коцовейку, и как в мантии в ней прохаживался или садился в угол на диване,
поджавший ножки. Еще интересные воспоминания его сестры Людмилы Ивановны Шестаковой, когда у них была довольно большая разница в возрасте, 12 лет. Людмила Ивановна была младше. Глинка часто приезжал из Петербурга в Новоспасское и занимался со своей сестрой, занимался науками, занимался математикой, географией, музыкой, конечно же. Сестра вспоминает, что он был очень настойчив, но очень хорошим педагогом. Также он любил птиц. У него постоянно на всех его квартирах, куда бы он ни переезжал, были клетки с птицами, с певчими птицами. И он вдохновлялся их пением. Интересные письма к матери. Есть множество опубликованных писем Глинки к его матери Евгении. Он всегда с большим трепетом к ней относился, очень-очень у них были близкие, теплые, доверительные отношения, а также и с его сестрой Людмилой Ивановной, что тоже, конечно же, показатель. Хотелось бы зачитать весьма забавное воспоминание от доктора Михаила Ивановича Глинки. Так как я упомянула ранее, он был весьма болезненным, и всю жизнь он физически страдал. Разные болезни, слабый организм. Но, как вспоминают некоторые, у него была большая мнительность. Иногда ему казалось, что он болен, когда, может быть, он не был болен. И вот как вспоминает доктор Глинки один эпизодский. Но был в его характере один довольно оригинальный недостаток, за который я, как медик и как друг, журил его частенько. Да только все не впрок. Это была его мнительность, в большинстве случаев доходившая до смешного. Она нередко подавала повод к забавнейшим сценам между мною, как доктором, и Михаилом Ивановичем, моим пациентом. Недаром же с юных лет называл сам себя, и друзья называли его мимозою, не тронь меня. Кроме способности с болезненной нервозностью воспринимать самые мимолетные впечатления, Глинка в минуты нездоровья всегда давал волю своему воображению, и оно моментально делало ему из мухи слона. Помню, как однажды прибежал ко мне в попыхах его слуга с просьбой, чтобы я поспешил к Михаилу Ивановичу, у которого паралич. «Это сам барин тебе сказал?» – спросил я посланного. «Они сами». Этих двух слов, они сами, было достаточно, чтобы рассеять все мои опасения. В полной уверенности, что Глинка чудит, я отправился к моему мнимому больному. Застаю его недавно недвижно лежащим на диване. Голос слабый, томный, рукой не шевелит, одним словом, здоровеханик, но привередничает. Щупаю пульс, осматриваю недвижимую руку. Все благополучно, и нет ни малейшего признака паралича. Заставляю Мишеля пошевельнуть пальцами пораженной руки. «Как можно?» — восклицает он болезненным, плаксивым голосом. «Ты видишь, она у меня не двигается. Попробуй взять аккорд на фортепиано». «Что ты выдумал? Видишь? Не могу». Я прописал ему пилюли, в которых врачебных специй было именно настолько же, в какой степени был у Мишеля паралич. Пилюли были скатаны из хлебного мякиша. Приказав больному исправно их принимать, я уехал, дав слово навестить его завтра. За ночь мой пациент совершенно поправился, онемение руки как рукой сняло. Приезжаю утром легче, слава богу, получше. Сядь в фортепиано, возьми аккорд, попробуй. Попробовал, и слава богу, пальцы с обычной быстротой бегают по клавишам. Долгое время после того я не выводил моего друга из заблуждения, что избавил его от паралича пилюлями из хлебного мякиша. Как я уже упомянула, Глинка много путешествовал, но когда произошла премьера оперы «Руслан и Людмила», совсем была не та реакция, которую Глинка ожидал. Множество причин этому. Во-первых, совсем другой жанр оперы, сказочный, стиль. Не было там такой драмы, которая бы привлекала зрителей.
И опера была не понята. И, можно сказать, совсем не принята. Это, конечно, произвело очень тяжелое на него впечатление. Он уехал за границу, пытаясь скрыться с Петербурга, и даже не думал возвращаться, изредка он возвращался. И написал он, побывав в Испании, его известнейшие 2 испанские увертюры, еще какую-то серию романсов и фортепианных произведений, но больше ничего масштабного, таких масштабов, как «Жизнь за царя» или «Руслан и Людмила», он не создал. Люди обвиняли его в ленности, в том, что, наверное, исчерпал он свой талант. И хотелось бы зачитать, как сам Глинка отвечал на это в своих письмах. Вот он пишет. В течение нынешнего 50-го года совершится 25-летие моего посильного служения на поприще народной русской музыки. Многие упрекают меня в ленности. Пусть эти господа займут мое место на время. Тогда убедятся, что с постоянным нервным расстройством и с тем строгим воззрением на искусство, которое всегда мною руководствовало, нельзя много писать. Те ничтожные романсы сами собой вылились в минуты вдохновения, часто стоят мне тяжких усилий. Не повторяться так трудно, как вы вообразить не можете. Я решился в нынешнем году прекратить фабрику русских романсов, остаток сил и зрения посвятить более важным трудам. Он уезжает последний раз за границу в конце 1956 года, и там он занимается опять с профессором Дэном, с которым он занимался 20 лет ранее, и занимается изучением русской церковной музыки, православной музыки. К сожалению, никаких его опусов не сохранилось. Но вот он считал, что лучше совсем ничего не писать, чем повторять самого себя. Также он сказал и подобное вот высказывание. После моих 2 опер, оригинальность которых не оспаривали даже мои враги, могу ли я унизиться до печальной роли подражателя Доницетти, как это сделал господин Львов? Скорее отречься от искусства, которым я занимаюсь уже 30 лет, чем совершить подобную нелепость. И в 1857 году, кстати, был устроен концерт в Берлине в честь Глинки. Там исполнялись его лучшие произведения. Организатором этого концерта был композитор Мейерберг. Глинка присутствовал на этом торжественном концерте. И, возвращаясь домой, он очень серьезно заболел, и это, к сожалению, привело к его кончине. Умер он в Берлине. Людмила Ивановна Шестакова, его сестра, очень хлопотала по поводу перенесения его праха назад в Россию, и буквально полгода спустя это было сделано. Я помню свои воспоминания, когда в 2007 году я посетила кладбище в Петербурге Александра Невской лавры и поклонилась Михаилу Ивановичу там. Его музыка действительно очень трогает душу, и я надеюсь, сегодня мы сможем продемонстрировать вам хотя бы частично это красивейшее искусство, которое оставил нам Михаил Иванович. Мы сейчас начнем нашу концертную часть. Со мной сегодня мои дорогие друзья, мои дорогие коллеги. Мария Сербинова флейта, она будет исполнять. Чулак, пианист и вокалист. Спасибо большое, дорогие мои, что вы принимаете участие в этом концерте. Мы начнем с сольных фортепианных произведений. Я для вас хотела бы сыграть «Ноктюрн» Глинки, довольно раннее его сочинение, написанное в начале 30-х годов. В этом сочинении еще слышно влияние Джона Филда, его ноктюрнов. И стиль бельканто можно угадать в мелодике этого ноктюрна. А второе произведение будет
так называемая французская кадриль. Кадриль — это был танец, популярный очень на балах тех времен. И Глинка частенько импровизировал на балах или в салонах. И вот он составил свое собственное такое попурри в виде французской кадрили на темы из оперы «Жизнь за царя». Так что прозвучат два произведения — «Ноктюрн» и «Французская кадриль». А какую мы дату сегодня? 220. В прошлом году было в прошлом году 220-летие. понятно. Да. И также было, да, с некоторым опозданием, также было 225-летие со дня рождения Александра А дети, Сергеевича. жены, женщины? Детей у него не было. Википедия. Да. Жаль.